Бро, смешно. Всем привет, меня зовут Арина. Меня зовут Кристина. Мне 17 лет. Мне тоже. Меня зовут Витя, 9 класс. Меня зовут Маша, я тоже 9 класс. Я Нестеров Паша, учусь в 11 классе. Бравина Инесса, в 10 классе учусь. Уже 10 лет. Это новое интеллектуальное шоу «Подростки против». Здесь школьники соревнуются между собой по заданной теме. А эксперт говорит, правы они или нет. Сегодня против подростков учитель истории. Яковлев Айтал Игоревич, историк, кандидат наук, доцент исторического факультета СВФУ. Обязательно, потому что история – это предмет, который формирует мировоззрение человека. Мы сейчас с вами живем в таком мире, где вот качество мировоззрения человека, оно играет очень большую роль. Знакомишься с новым человеком, ты начинаешь с ним разговаривать для того, чтобы узнать, какой он есть, как он смотрит на мир. И вот история – это фундаментальный предмет и в школе, и в университете, который формирует именно вот мировоззрение человека, отношение к жизни, отношение к политическим, экономическим, например, ситуациям, да, и это все решает предмет истории. Ну так, как бы нормально. У меня не очень. Я историю не изучаю. А школа, это как, 11 лет? Ну нет, я не учусь особо. Ну так, Плохо. более-менее, но не очень. Плохо. У меня тройка была в школе. Может быть, я и хорошистка, но это не значит, я что-то знаю. Поясни за фразеологизм. Подростки должны понять, что значит тот или иной фразеологизм. Вот где собака зарыта. Вот, типа, корень проблемы. Это мне ничего не дало. Ну, короче, вот где корень проблемы. Ну, типа, вот исток проблемы. Вот, типа, откуда все несчастья. Ага. Вот, где А что такое зарыта. собака? Ты знаешь, такое животное Нет, четырехлапка. ну типа я знаю, но это... Твои мысли. Собака зарыта в земле. Не собака, а может вместо, типа, какого-то человека плохого под собаку. Называли собакой. Ну, там, где... Я не знаю. Вроде бы это так очевидно, а вроде бы так сложно объяснить. Окей, ну где собака зарыта? Это значит там, где что-то есть. Ну, как собака зарыта, типа кто-то умер, закопали, кости остались, с собакой связаны. Нет, собака это дружба. По идее, дружба. Умерла дружба, закопали. Ну вот Ну, где собака. собака зарыта, имеется в виду, ну это же фразеологизм. Ну да. Ну типа вот где корень проблемы. Наш ответ? Да. Да, это наш, вот типа вот где корень проблемы. Что-то, допустим, ищут, и вот нашли, и вот там собака зарыта. Собака зарыта — это какое-то вот дело именно в том месте. То есть пояснение проблемы. То есть проблема... Причина? Да, причина. Причина проблемы. Вот где собака зарыта, ну это поиск истины. В первую очередь мне в память приходит наша собака, в Якутии найденная, палеолитическая, да. Есть такое понятие, как еще даже не одну собаку съел на этом деле, да. Так говорят о том человеке, который умеет все. Обычно там была такая печальная история. Я могу же говорить время, да, вот там есть такая печальная история, что чтобы если человек хотел получить экзамен, да, вот сделать шедевр, его запирали дома, и у него была собака. Пока он не сделает свой шедевр, он сидел с этой собакой. Это как бы физически получается, да, вот как и друг, и как принимал в пищу. И стал этим специалистом. Ну, это такая байка. Да, вот. Брейн. Жена декабриста. Короче, декабристы это... Я знаю, кто такие. ну вот. А. Возможно, это как сейчас, типа, жена чиновника. Может быть, я не знаю. Может быть, это богатая женщина, типа. Ну смотри, ты видишь богатую женщину, такой, о, жена декабриста. Так что, Ну да. да? А декабрист это кто? Что я уже не помню. Жена декабриста. Жена декабриста. Жены декабристов, они как бы Я бы сейчас ждали. пошутила, но ладно, не буду. Жены декабристов, они как бы уезжали вместе со своими мужьями или их То есть, ждали. например, муж куда-то ушел, а она его ждет. Жена декабриста. Ну давайте, окей, богатая женщина. Отчаянная, может, какая-то. Смелая, что-то типа этого. Верность. Терпеливость, умеет ждать. Но тут просто это связано с восстанием декабристов в 1825 году. 14 декабря декабристы вышли на Сенатскую площадь в Питере, Санкт-Петербурге. Очень много людей отправило в Сибирь. И, естественно, жены декабристов, они не стали бросать своих мужей и поехали в Сибирь. Ну, приехали к нам, например, да. У нас, например, даже в Якутске пара декабристов сюда приехали на ссылку. Но это уже отдельная история. Этот термин означает верность. Нифига ты. Ну, я просто вспомнил восстание декабристов. Сирота казанская. Что ж такое-то? Бездомный, наверное. Короче, подвох в Казанской. Ну это улица, наверное, какая-нибудь. Думаю, что Казанская это какая-то супер крутая, красивая, богатая улица, на которой... Нет, мне кажется, наоборот. Бедная улица какая-нибудь.
Сирота казанская. Казанская это типа... Сирота казанская. Ну, одинокий человек. Я не знаю. Он, то есть человек, который, как это сказать, прибедняется, а на самом деле он не такой уж и бедный, каким кажется. Короче, сирота это явно какая-то издевка. Типа, вот ты сирота казанская. Ну пусть будет одинокий человек. Сирота казанская — это очень красивый фразеологизм. Почему? Потому что это связано, как вы поняли, с Казанью. Как я помню, это было связано с Иваном Грозным, взятие Казани. Очень много людей было привезено или там угнано из Казани в Москву, в московское государство. Или раненый мог быть, да, или плененный мог быть, да. И когда он просил подаяние, он говорил: сирота казанская. Иногда это понятие используется в негативном формате. Он сирота казанская, то есть он притворяется, да, вот тут. Потому что Иван IV Грозный, он в свое время, например, якобы отрекся от трона и назвал себя вот Ивашкой. Как Мамай прошел? Туса, может, типа. Как Мамай прошел? Ну, Почему туса? Нужно понять, предположить, кто такой Мамай. Мамай или Мамой? Почему вы смеетесь? ну, может быть, это не кто-то, а что-то. Прошел, так и остается. Короче, вся загвоздка в слове Мамай. Мамай. Что это? Мне кажется, это какой-нибудь хан. Типа, как Мамай прошел, типа, слишком важно. Мамай это кто? Мама, это золото. Ну, Орда, короче, монголы. Ну, типа, как это? Это битва была? Нет, он просто, ему сказали идти до моря, он пошел до моря, а потом наткнулся. И что, он выиграл или что? Он разгромил ее. Значит? Прямо прошелся. Нет. Легкой походкой, Нет. уверенной. Нет. Хотя, важно прошел, повыпендривался. Прошел выпендрежно, высокомерно прошел. Я согласен. Ага. Как будто, короче, он прошел прошелся. и хаос устроил. Ужасно. Бешеный. Ну, когда там будет вечеринка, и там 100 человек в однокомнатной квартире, как мой прошелся, можно так сказать. Человек, который оставил за собой грязь, хаос. Я сама удивлена. Я такая умная. Сама не ожидала. Мамай с эпохи господства Золотой Орды над Русью. Именно тот период, когда в Золотой Орде начинается вот расшатывание политической системы, то, что чингизиды теряют свою власть, и Мамай, темник Тахтамыша, например, в то время был, он начинает собирать какие-то войска, там, укреплять свою власть. А как Мамай прошел, это означает то, что прошел татары, монголы той эпохи, и разорили всю землю, например, уничтожили. То есть все подчистую. Но обычно это связано, наверное, было бы с Батыевым нашествием, потому что Мамай на русские земли он не приходил. Фактически города не жег. Ну ладно, зато мы знаем, кто такой Мамай. С катертью дорога. Хорошие дороги. Подожди, искать дорога? да? наоборот. Наоборот? Пошел туда. Это типа сарказм. Что-то плохое, да? Да, это с подковырками таким, типа. Иди куда хочешь, делай, что хочешь. Типа с катертью дорогу. Вот ты проваливай, вот ты уходи. Я так думаю, давай мы же типа должны совещаться. Да. Вот, типа, с катертью дорога. Типа, вот и с катертью дорога тебе. Вот и все. А все. Надо было В раньше. хорошем случае не говорят, разве? Нет. Только когда посылают. Ты меня сюда посылаешь. Ладно. Ну, это типа иди отсюда. Ответ. Это народная пословица, поговорка. Сразу на ум приходит то, как пировали, гуляли купцы сибирские. Покупали рулонами шелковые такие рулоны, парча, шелк, и перед ним стелили шелк от одного кабака до другого кабака, и он на сапогах своих там ходил по этой шелковой скатерти или там дорожке, например, да, вот в таком формате. А так чаще всего используется в негативном формате, там, пусть идет скатерть дорога. С 1 февраля же нельзя материться. Ну вот, с катертью дорога. Ты где-то об этом слышал. Раунд, в котором подростки должны дать только один правильный ответ. В какое время года произошла Октябрьская революция? Осенью. Осенью? Нет. В октябре. Октябрьская революция произошла в октябре. Началась, по крайней мере, в октябре. Октябрь это осень. Логично. Логично. Осенью либо весной, да? Октябрь это какое время года? Осень. Осень, да? Что-то они так смотрят, сидят, как будто бы... Что-то Короче, не так. осень, все, Осень, осень, autumn. Время года — это октябрь. Зима. Нет, это осень. В Якутске октябрь это зима. Время года — осень. Осенью.
Октябрьская революция, она проходила 25 октября по старому стилю, сейчас по современному это 7 ноября. Революция, которая, как некоторые говорят, повернула Россию к прогрессу, или другие говорят, наоборот, идет развал каких-то вот традиционных устоев. Но это была революция, это был скачок мощный. Очень много событий было до Октябрьской революции, очень много людей говорят о том, что Ленин, большевики изгнали царя Николая из дворца. На самом деле это было чуть раньше, это было 2 февраля по старому стилю. Февральская революция, и 2 марта у нас идет отречение Николая II от трона. Потом начинаются двоевластие, временное правительство, советы, и пришли большевики в октябре. На каком поле происходило Бородинское сражение? Ой, Поле Бородино. ну да. Ну не это не поле, стоп, погодите, это же это озеро, это, короче, водоем. Это водоем. Стоп, я чувствую себя такой глупой. На Бородинское поле. Ну, там такое название Бородинское, но они в Бородино там сражались. Там что-то то ли озеро, да, Бородино, или что-то такое, да? Нет? Нет. М. Там что-то еще с Можайском связано, там что-то какое-то... И там все в трупах было, да? На какой-то битве вся река была красная, прям из-за крови, да? Да, я помню только это. Ну, на Бородино, вроде так. Ты должна знать. Почему нет? Ты увлекаешься историей. Делать домашку и помнить это ужасная вещь. Давай просто что-нибудь ответим. Бородино, может, нет. Ну да, на Бородинском. В Бородинском поле это одно из самых важных моментов в истории России. Эта история связана с наполеоновскими войнами. 1812 год. Наполеон шел за русской армией и шел до Москвы, буквально чуть-чуть осталось. И было решено все-таки как-то вот дать сражение. Заметьте, не генеральное сражение, да, а сражение на поле одном, это около Бородинской деревни. И тут французы говорят, что они победили. Россия говорит, что мы победили. Да, вот. И когда вы встретите историка, можете поднять этот вопрос, кто победил на Бородинском поле. Да, вот. Уху! Против кого сражалась Русь в Куликовской битве? Куликовская битва когда? Против монголов? А, стоп, Куликовская. Татары, монголы какие-то там, не знаю. Против врагов. Нет, не принимайте это. Против людей. Это не там, где из засады там выбежал. Но если это оно, то это монголы вроде. Татары? Может быть, нет? Наверное. Ну, типа, я не думаю, что мы можем дать другой ответ, так что давай татары. Или нет? С кем еще? А это не может быть, типа, между, русские с русскими только разные разделились? Не, Твой вариант ответа? я ничего не знаю. Пустота. Ну, пусть будут татары. Я не вспомню. Вроде с Францией. Я не знаю. С французами вроде бы. Ну да, с французами. Вроде бы, это не вообще супер не точно. Это вообще, господи, мы бабушка с дедушкой историки. Какой позор. Ладно, с французами. Так, ладно, скажу так. Если вы хотите узнать, какого народа вы ходили, да, вот тут интересный вопрос тоже. Там воевали против конкретно Мамая. То есть Мамай собрал большое войско. Там было и сами монголы, монголо-татарское войско, да, вот как говорят в историографии. Также еще была генуэзская тяжелая пехота. Когда мы говорим о Руси, то тут тоже есть некоторые моменты, потому что некоторая часть территории княжества, они не пришли на Куликово поле. Да. То есть когда Дмитрий Донской поднял стяг и сказал о том, что он пойдет против Мамая. И то, что Дмитрий Донской идет против Мамая, это тоже маленький момент, потому что с точки зрения политики, да, той эпохи, мы говорим о том, что Дмитрий Донской выступал против узурпатора власти. То есть Тохтамыш в это время был в бегах. То есть такой очень такой глубокий вопрос. То есть, но обычно говорят, воевали против монгол. Витя просто историю сдает. Кто обрадовался отмене крепостного права? Крепостные. Ну да. Нет, погоди-ка. Его же... Может быть, дворяне? Нет, а кто обрадовался? Ну? А что дворянов? Ну, я не знаю. Рабов забрали, и они такие, ура, как круто жить. Крепостного права. Все. Обрадовался. Весь народ вроде же. Что-то это крепостное право не давало людям... Ну, короче, жить нормально. Ну вот, они... Кто отменил его? Какая-то важная шишка Ладно. в те времена. Я просто на этом уроке истории не спала, я даже записывала вроде. Когда отменили... Кто-то у кого-то украл лошадь, и там начался лошадь? бунт. Или это не Это отмена не крепостного то, права? нет. А кто А вообще- какой вопрос был? Кто радовался? Кто Народ. обрадовался? Весь народ. Крепостные, короче, радовались. Дворяне. Крестьяне. А крестьяне, да. Крестьяне. Мгм. И некоторые писатели.
Ну, типа, они же писали об этом в своих стихотворениях, поэтому крестьяне. А вы в каком году отменили? Кристина, не задавай лишних вопросов. Не можешь ответить. Хороший вопрос. Кто обрадовался отмене крепостного права? С высоты нашего времени, когда мы анализируем, историк анализирует, мы говорим о том, что, никто. Почему? Потому что такое отмена крепостного права? До 1917 года российское общество было сословным. Крестьяне, дворяне, духовенство и городские жители. И крестьяне, они не могли уходить из своих земель, у них не было земли, во-первых, и они не могли уйти из земли, которая принадлежала дворянам. И уже к 19 веку у нас по факту получается то, что крестьяне все были практически на правах рабов. Там пробитие в гугле, да, Салтычиха, да, например, да, вот этот момент. И вот отмена крепостного права в 1861 году, оно, сейчас мы говорим о том, что хорошо, да, вот человек стал лично свободным. Но с другой стороны, с экономической точки зрения, с политической точки зрения, я даже скажу так, о том, что вот именно те социальные проблемы, которые появились при отмене крепостного права, они стали катализатором революции 1905 года и затем и 1917 года. Есть очень красочное описание. Многовековая цепь, она порвалась и ударила одной стороной в лоб дворянина, а другой стороной цепи ударила в лоб крестьянину. Потому что крестьяне ушли без земли, и дворяне, они начинают... Земли они не обрабатывали, как при феодализме, да, когда крестьяне обрабатывали, часть отдавали дохода. Потому что крестьянам уже надо было платить деньги, с ними договариваться какие-то моменты, да. Были взаимоотношения между дворянами и крестьянами. Тысячелетние, например. Это было разрушено в момент. Ага. Правильно же, Понял. правильно. Как расшифровывается СССР? Сейчас. Как там было? Я прям наизусть помню. Позор какой-то. Совет социалистических... Советский Союз Социалистических Республик. Ой, сейчас. Союз? Союз советских соединенных. Не-не-не. Социалистических. Да. Союз социалистических. Союз Социалистического. социалистических... Ой, что там? СССР. Р это что? Ну там Р это республика, да? Союз Советских Социалистических Республик. Союз Советских Социалистических Республик. А я как сказала? Ты чуть-чуть наоборот сказала. А, да. Ага. Какая разница, сосиска стоит 100 рублей? В конце. Союз суперсоциалистических республик. Все. Сейчас я запутаюсь, да, вот такой вопрос провокационный. Союз Советских Социалистических Республик образуется в 1922 году, скоро будет столетие этой республики. Союза Советских Социалистических Республик. Этот союз развалился в 1991 году, и мы можем даже сказать, что то, что мы здесь сейчас видим, это есть продукты Советского Союза. Правда или миф? Мы даем исторический факт, а они должны догадаться, правда это или миф. У Иосифа Сталина на самом деле две фамилии. И вторая фамилия какая у него может быть? Иосиф. Иосиф это имя. Да? В смысле? А не имя, что ли? Отчество. А, хорошо. Миф, скорее всего. Да, я тоже думаю, миф. Да. 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 Это правда? Правда. Я не могу вспомнить, какая. Но это правда. Да. Да, он же Ульянов. Он был Ульяновым, как Энтони Юай. Ну, две фамилии было. Да. Это правда. Он был Ульяновым, прям как Энтони Юай. Правда. Иосиф Виссарионович Джигашвили, его партийный псевдоним Сталин, да, вот, и вот он в мире известен больше как Сталин. Тут очень много таких интересных теорий тоже, да, вот человек из стали, да, вот Сталин, сталь. Ну, в основном большевики в начале 20 века, это была организация, которая была запрещена, они были вне системы, естественно, эти товарищи, они имели какие-то вот клички, пароли, большинство политических лидеров 20-30-х годов, фамилии, например, если посмотреть, да, вот они происходят именно вот с тех самых времен, когда большевики были подпольной организацией. Вторая мировая война началась 1 сентября. Нет. Миф. Миф. Какого-то... Я не знаю. Короче, это когда выпускной был у ребят. Не 1 июня, а? Короче, у них был выпускной. Вторая мировая война началась, она вообще началась. А не 1 сентября? Это вообще летом было. В июле, в июне. Почему? А, да. Нет, 1 сентября. Что-то у меня в голове. Там в праздник какой-то или выходной день в субботу, да, либо воскресенье. воскресенье утром. Пусть будет правда. Да, это правда. Я всегда шутила в школе, что 1 сентября. Как бы видно, что она из нас умней, как бы, так что я послушаю ее. Ну, как Это правда. Это правда или миф?
Вот правда. 1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу. Это привело к началу Второй мировой войны. Они не... ладно, позор какой. Окей, ладно. Последним царем Российской империи был Николай III. По-любому тут подвох, и где-то не написали то, что он был не последний. Николая III, он разве был вообще? Я помню только Николая II, а Николай III. Миф? Миф. Нет. Я не знаю. Нет. Помнишь мультик Анастасия? Я не помню, я не знаю. Был вообще-то второй, если я не ошибаюсь. Нет, это первый. Ладно, это неверно. Николай? Ну какой Николай? Хороший Мне вопрос. кажется, это миф. Чем тебе цифра 3 не понравилась? Слишком маленькая. А сколько их ты должно было быть у Романова? 5? Вскидку. Нет, это миф, потому что был Николай II. Могу я улыбаться или? Ну, это, Да, конечно. Да, это миф. Николай II. Последний император, царь-государь. Это Николай II из династии Романовых. Николай II, он отрекается в пользу своего брата. А брат Николая II, он отрекается в пользу учредительного собрания. Сакральная передача власти, да. И брат Николая II, он говорит о том, что если учредительное собрание, оно скажет, народ российский за монархию, тогда я сяду на трон. Если за республику, то я как бы не против, если так грубо говорить. Я так опозорилась сейчас. Я вот так руки держу, у меня тут ноготь один только из всех. Наполеон ранил глаз Кутузова на дуэли. Каким образом? Шпагой. Наполеон. Наполеон Кутузов, когда они жили, помнишь? Нет. А годы там правления или что-то такое? А века? Нет. Так. Наполеон и Кутузов, они, может, вообще в разное время жили. Типа Наполеон умер, и потом родился Кутузов только. Мне кажется, миф. Мне кажется, правда, что какой-то подвох есть. Давай на цифру. Что я сказал? Правда. Правда. По-моему, да. Разве? У них разве война не в одно время была? Кутузов за Россию был, а Наполеон за Францию. Ну, как бы, За да. Францию же. Ну, он хотел всех завоевать. Почему здесь это? Он его ранил или нет? Мне Кутузов, кажется, он да. завел их в лес. Он завел их в лес, в итоге Это они не все Кутузов умерли. был. Это не Кутузов. Это был Кутузов? Нет, это... Как его звали? Это не Кутузов был. Сусанин, да. Я без подсказки вспомнила. Это был Иван Сусанин. Он их завел в лес и сам вроде бы умер. Ну и ладно. Ну, это всё. Кутузов, мне кажется, ранил, когда они сражались. Миф. Миф. Миф? Миф. Что за бред? Точно миф. Потому что Кутузов, он получил ранение еще был в молодости, да, вот. При том, что все считают, что Кутузов, он одноглазый, да, но у него глаз работал, просто у него глаз болел, ранение было в голову, в русско-турецких войнах он его получил, да, и пуля прошла насквозь, по-моему, голове. Чудом выжил, голова у него все время болела, там, глаз тоже он, да, плохо видел, по-моему, и он носил с собой повязку. Я тебя сейчас придушу. Целых 3 столетия Россия занимала первое место по трезвости среди всей Европы. Нет. Ну, когда бредовые факты, мне кажется, они правда. Нет. Всегда же так. Издавне. Все в России пили и пьют, как бы. Раньше, бояре, они пили, спивались, крестьяне, там, кто-нибудь еще пил. Все русские пьют. Ну, не только же русские. А если в Германии больше пили? В прошлый раз ты меня не послушала. В итоге, что случилось? Мы ошиблись. Ну, если бредовый факт, он всегда правда. Ну, Не может быть, чтобы в России не пили люди. не говорится, что... 3 они столетия. трезвые. 3 столетия, Кристина. Ну ладно, это бред. Да, все в России пьют. И пили. И будут пить. Что там, немцы тогда пивоварами были? Или кто? Не знаю. Ну, скорее, да, правда. Мне кажется, миф. А хотя, Миф. Да, Там- хотя. помню, было сражение, где... Короче, там все наши русские напились и выиграли битву какую-то. Что? Это ты где прочитал? Это в истории. Ну тогда миф. Подожди, тут надо подумать. Суеба. Это миф. Мне кажется, это правда. Нет. Почему? Потому что во времена Романовых Россия уже имела стереотип этих. Нет. То ли там говорилось, что наоборот Россия не принимала, то ли там говорилось, что Россия наша уже того. Не, мне кажется, это правда. Ладно, правда. Правда, смотря с какого века, да, получается. Если мы говорим с 20 века, то есть 17-16 века, 300 лет, вообще на Руси и вообще по всей России, да, вот, не знали крепкого алкоголя, это раз. Потому что водка, 40 градусов алкоголя, да, он появляется только в конце 19 начала 20 века. И то там не 40 градусов, да, а 36-37 градусов. И мы должны понимать о том, что это очень такой миф, плохой миф, потому что он дискредитирует российский народ, в том числе и якутский народ, да, вот то, что мы любим
любит пить там водку, да, в таком формате. Потому что если в традиционном обществе человек все время принимает алкоголь, он не работает в поле, он не охотник, он не сможет смотреть за скотом. Те люди, которые любят выпить, например, да, вот, они попросту не смогут выжить в традиционном обществе. Я опять Всё? чувствую себя тупой. Я знал. Да, что и ожидалось от нас, конечно. Все куплено. Подкрутка голосов. Ну, ничего страшного. Я, конечно, знаю, кто виноват, но не буду показывать пальцем. Даже не знаю, кто это. Ну, вообще это интересно, но история всегда меняется. Да, нужно обязательно. Чтобы не позориться и не, Да. и не путать монголов с французами. Кому как. Кому-то это понадобится, наверное, кому-то нет. Думаю, лучше знать, откуда твои корни растут. Совет очень простой, надо много читать. Это раз. Надо читать не только одни источники, надо читать разные. И где-то между серединой есть, из этого выходит правда. Вот и все. Мой вам совет. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. А еще желательно колокольчик. Типа. Пока. Пока. Чао. Всем до свидания. Всем большое спасибо за просмотр. Напишите, пожалуйста, стоит ли продолжать делать такой формат. Ну, и учите историю.